3 сентября в селе Кочубей Тарумовского района Республики Дагестан прошла церемония открытия плоскостного спортивного сооружения. Собралось много гостей, жителей села, школьников и юных спортсменов. По традиции высокопоставленных чиновников, депутатов и именитых гостей встречали хлебом с солью. Перед началом праздничной церемонии все собравшиеся отдали дань памяти погибшим в Беслане 12 лет назад. Сегодня 12 лет с момента трагедии в Беслане. И мы вместе со всем миром помним и скорбим об этом вопиющем по своей жестокости и бесчеловечности акте. Почтим всех погибших минутой молчания. Дорогие кочубейцы, уважаемые гости, сегодня в нашем селе праздник – открытие плоскостного спортивного сооружения. Особенно радует, что спортивного, потому что физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью культуры общества, каждого человека в отдельности. Сегодня у жителей села, как у взрослого, так и молодого поколения, появилась долгожданная возможность заниматься любимым видом спорта – футболом, волейболом, баскетболом на специально оборудованной площадке. Слово предоставляется главе муниципального образования село Кочубей Мухолу Магомедовичу Гитина Магомедову. Ассаламу алейкум, здравствуйте, уважаемые гости, кочубейцы. Я рад всех вас здесь приветствовать. Сегодня в нашем селе радостное событие – открытие плоскостного спортивного сооружения. Это сооружение имеет для кочубейцев важное значение, так как в нашем одном из крупных сел республики никогда не было сельского спортивного зала и специально оборудованных площадок. И плюс к этому в 2007 году сгорел сельский дом культуры, где население проводило свой досуг. По этим и другим вопросам мы неоднократно обращались в разные инстанции, и, конечно, результаты есть. Один из крупных проектов, который работает сегодня в Кочубее, правда, с переменным успехом, это программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Также большой проект, который на сегодняшний день реализован в Кочубее, это строительство нового водопровода. И сегодня открытие этого спортивного сооружения. Огромную благодарность выражаю от всех жителей села Кочубей, бывшему полпреду президента России СКФО Сергею Алимовичу Меликову и председателю правительства Республики Дагестан Абдусамаду Мустафаевичу, которые взяли строительство этого спортивного сооружения под личный контроль. И благодаря этому в течение 2 месяцев был завершен объект, который по плану должен был быть сдан в эксплуатацию в 2017 году. Также выражаю благодарность заказчикам этих работ КПРД «Дагсельхозстрой» в лице руководителя Муталибова Муталиба и его заместителей Шарапудина Шахбановича и Газимагомеда Казиевича, которые являлись также заказчиками строительства и нашего водопровода. Я надеюсь, что на этом наше сотрудничество не заканчивается, потому что у нас на будущее еще много планов. Особая благодарность ребятам, рабочим, которые строили этот объект и днем, и ночью, и всем другим, кто принимал в этом участие. Мы все знаем, что занятие спортом имеет важное значение в развитии подрастающего поколения и духовно-нравственного состояния каждого человека. И я желаю, чтобы это сооружение было баракатным для нас. И чтобы было началом строительства спортивного комплекса, проект которого у нас уже готов с 2010 года. Вице-премьер по сельскому хозяйству Республики Дагестан Билал Амаров отметил, что село Кочубей является центром отгонного животноводства и выразил надежду, что еще не одна программа будет реализована в селе Кочубей. Мне очень приятно участвовать сегодня здесь, особенно на Тарумовском районе, населенном пункте Кочубей. Кочубей – основной центр животноводства. Очень многие наши чабаны отсюда идут дальше, свои кошары. Естественно, много семей у них здесь, мы знаем. И тем более, это спортивное сооружение, которое сегодня открываем, это программа через Минсельхоз России. Программа устойчивого развития населенных территорий. Я думаю, на этом, по этой программе, на территории Тарумовского района, и особенно в селе Кочубее, мы еще будем рассматривать другие программы и другие направления, чтобы здесь открылось. А то, что обращение, вот я хотел бы именно
той женщине, которая учительница, непосредственно обратила внимание, что на территории вовремя завершения строительной спортивной площадки, которой обращение было полпреда нашей Северокавказской, и тем более взяли правительство под личный контроль руководства, и в течение 1,5 месяца, можно сказать, уже завершили. И сегодняшний день я хотел бы пожелать вам, уважаемые жители Кочубея, чтобы, начиная с этой площадки, у вас вышли молодых, красивых спортсменов и успехами большими, защищая нашу республику и вообще государство. Полномочный представитель президента Республики Дагестан по Северному региону Деревянко Владимир Викторович поздравил всех собравшихся и напомнил, что Дагестан всегда славился своими спортивными достижениями. Хочу сегодня вас поздравить с этим радостным событием, открытия этой замечательной спортивной площадки. Отрадно, что наша дагестанская молодежь всегда проявляла и будет проявлять, и проявляет на сегодняшний день еще больше интереса к развитию спорта, приобщается к здоровому образу жизни. И сегодня наша задача с вами создать нормальные условия, поощрять это стремление, развитие спорта и занятия физкультурой. Республика Дагестан всегда славилась своими спортивными достижениями. И не побоюсь сегодня слова, она является спортивным авангардом Российской Федерации. Республика воспитала 14 олимпийских чемпионов, 89 чемпионов мира, 71 чемпион Европы. Это такой яркий пример, наглядный пример для подрастающего поколения. Это мощный стимул для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни в республике. Уверен, что подрастающее наше поколение пополнит копилку достижений наших замечательных спортсменов. От себя хочу выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в работе в строительстве этого объекта. Большое спасибо. Всем крепкого здоровья, достижения новых успехов и новых замечательных идей. Министр по национальной политике Татьяна Васильевна Гамалей отметила, что село Кочубей – многонациональное село, где мирно проживают люди разных национальностей и вероисповедания. Тарумовский район – это один из многонациональных районов нашей республики. Такие районы мы называем Дагестаном в миниатюре, потому что здесь проживают люди разных национальностей, разного вероисповедания, и природная, исторически сложившаяся мудрость дает им вот такую замечательные навыки, замечательную возможность жить в мире и дружбе. И этот опыт, он очень показателен и очень интересен для всей нашей страны. Очень радостно, что сегодня мы открываем эту спортивную площадку. Пусть наша молодежь знает, видит и оставляет в своей памяти вот только такие мирные ристалища на спортивных площадках, в спортивных залах, там, где, уважая противника, можно показать свою силу, удаль и мастерство. Очень символично, что мы начали сегодняшнее наше мероприятие с минуты молчания. Мы никогда не должны забывать, что вот в эти осенние, теплые, замечательные дни могут, оказывается, при нашем невнимании, при нашей беспечности, при нашем попустительстве гибнуть люди. Пусть наши дети, вот такие здоровые, сильные, красивые, которых мы видим сегодня, пусть они растут на радость взрослым, и пусть в сердце своем держат только мир и любовь к тем, кто их окружает. Счастливого, здорового, яркого будущего для Кочубея, для всего нашего Дагестана. Глава муниципального образования Тарумовский район Александр Васильевич Зимин также поблагодарил в своем выступлении Дагсельхозстрой. От администрации района селу Кочубей выделил денежную сумму на покупку оборудования для ухода за спортивным сооружением. Дорогие мои земляки, уважаемые гости, сегодня воистину большой праздник. Открытие стадиона должностного в Кочубее. 25 числа этого месяца будем открывать школу в селе Кузнецовск. Это все плоды труда Дагсельхозстроя. Я очень благодарен этим ребятам, которые потрудились на славу.
Здесь много было сказано очень теплых слов и добрых слов в адрес моего родного села, моих земляков, которых я всех уважаю. И от администрации Тарумовского района выделила деньги на покупку оборудования по уходу за этой площадкой. В этот день все выступающие говорили о том, как важно заниматься спортом, как положительно влияет спорт на подрастающее поколение, на формирование личности, на активную жизненную позицию. Прежде всего, это радость для детей, что прекрасный такой стадион, построенный прекрасными людьми и ради блага жителей этого села. Должны гордиться теми людьми, которые прославили Дагестан. Если вот такие дети, мы сегодня как народный спорт, вот так начинается. Вот так появились у нас в Дагестане Юмини, Арацилови, Нажмудинови и другие, и так далее, стольких спортсменов. Садулаев стал сегодня. Мы радуемся за то, что вот такие ребята начали с таких поселков. И в дальнейшем я надеюсь, что этот спорт объединяет Дагестан, объединяет Россию, объединяет главным образом детей. Различать детей не надо по национальным, расовым, религиозным признакам. Дорогие кочубейцы, дорогие гости, для меня, наверное, особенность сегодня праздник, радостный и светлый, потому что я являюсь уже много-много лет работником культуры, все вы знаете. И мне не безразлично, чем занимается вечерами и днем наша молодежь. Очень долго мы ждали, когда же нам преподнесут такой подарок. И вот все-таки мы дождались. Хотя на протяжении многих лет Мухло Магомедович добивался строительства спортивного комплекса, строительства Дома культуры, который сгорел. Не хочу повторяться. Мы дождались. И хочу сказать всем спасибо, кто приложил руку к этому благому делу. Спасибо всем организаторам, руководителям, спасибо рабочим, когда я приезжала со съемочной группой и видела, как они в жару под 50 градусов работали с утра до вечера. Спасибо всем. Кочубейцы, мы радуемся такому благому делу и надеемся, что это только толчок. У нас и будет и клуб, у нас и будет спортивный комплекс, у нас будет все, что мы хотим. Потому что наш поселок самый большой поселок в Тарумовском районе. И мы надеемся на самое все хорошее. Здесь перечислили, сколько республики чемпионов, олимпийских игр, призеров, чемпионов мира. Вот здесь молодежь, которая растет. У нас не было таких условий. Мы на поляне играли, у нас ни борцовских залов, ничего не было, желания было. Сейчас вот вам делают хорошие условия. Посмотрите вечером, сходите на стадион Труд в Махачкале. Они действительно говорят слова благодарности власти, когда они делают что-то. Слова благодарности Рамазан Гаджимурадовичу. Если власти хотят много, они сделают. И должны сделать для народа. Мы будем настаивать, чтобы для молодежи в каждом селении должно быть минимум вот такое спортивное сооружение. И молодежь должна быть занята, что обратят внимание, я думаю, обращают, но еще будем требовать, еще лучше, чтобы было молодежь не подводить. Еще раз хочется сказать, что мы, взрослые, хотим, чтобы наши дети выросли здоровыми, полноценными членами общества. Занятия спортом формируют у ребенка настойчивость, волю к победе, трудолюбие, выносливость, благотворно влияет на психику. И, может быть, занимаясь на этой современно оборудованной спортивной площадке, у кого-то из наших детей появится возможность выйти на профессиональный уровень. Под символичное звучание футбольного гимна прошло традиционное перерезание красной ленты. На футбольном поле гостей встречали танцоры. Многие приняли участие в национальном дагестанском танце. Далее свое спортивное умение демонстрировали футболисты и команды баскетболистов.
у которых появилась возможность проводить тренировки на современной оборудованной площадке. После отъезда гостей местные жители еще долго не расходились, наблюдая за игрой спортсменов и делясь впечатлениями. А мы надеемся, что по федеральной программе «Устойчивое развитие территории» еще не один проект будет реализован в селе Кочубей.